Гусин, научный сотрудник отдела древней средневековой истории. Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо Сане Дарку, которая организовала такой прекрасный фестиваль. Мы же с вами, благодаря Черному морю, на берегу которого мы сейчас находимся, значит, мы собрали единственный древний источник, хотя это тоже сегодня древнейший фотограф, к этому не относится, но это я вам не говори, это тоже того, что на самом деле было. Вот недавно я прочитал последнее исследование, называется «Пантеон» и царское почитание почему эти дольмены строились. То есть каково религиозное представление было у тех людей, которые создавали дольмены. Потому что впервые фиксирует целый набор слов. Среди этих набор слов он дважды упоминает, Анша, а он общался с прибрежными большей частью абхазами. Для нас очень с вами важнейшее понятие аныха. Значит, с точки зрения абхазских лингвистов Бориса Джонова, он говорил о том, что это заимствованное из ирландского языка, где существует понятие нехас, и битву, которая происходила на реке Гудор. И он говорит, что когда Сандро рассказывал об этом событии, было сложно понять, то ли рассказы Сандро дополняют учебники истории, то ли учебники истории дополняют рассказы Сандро. Соответственно, в советском религиоведении всегда делался акцент на древние цивилизации, религиозные представления Месопотамии, шумеров, античных греков, египтян и так далее. Значит, начиная с Соломона Сванга, которого мы считаем первым абхазским этнографом, где лежат 6 амбаров разных форм. То есть он совершает моление в первую субботу Великого Поста, и до конца Пасхи осталось еще 6 недель, а вместе с этой субботой 7 недель. Базилика. Это уникальнейшая вообще постройка, чтобы вы понимали, Олег Николаевич здесь присутствует. Это каждый раз, когда мы ездим, мы всегда на которой написали большую работу Алзанах Искна. Ну, его супруга, она родом оттуда. От святого места к отсюда. Как это все произошло. Но, помимо этого, я тоже наблюдал следующую сцену. Алзанаха вообще находилась в ограде Кутузского собора. Бытха, да, это святыня Быхов. Я говорю, тысячи лет, в течение 1000 лет на территории Абхазии сегодня мной установлено, в разное время было построено более 200 храмов. Правильные выводы – это очень важно для будущего. Традиции великолепных по своему содержанию. Поэтому у нас нет необходимости что-то новое придумать. Просто нам нужно определиться с тем, какие эти традиции, обряды, верования и так далее, когда они сформировались, кто оказывал на них влияние, какая метаморфоза происходила, что вытекает из одного и из другого, для того, чтобы выстроить вот эту важную концепцию, которая нам позволит сегодня правильно возрождать все религиозные верования абхазов. Благодарю вас за внимание.